Главные новости республики на ТНВ. Здравствуйте! Доброе утро! Эту пятницу начинаем с вами мы, Рустем Каримуллин и Ассоль Мухамедзянова. Сегодня пятница. А в первую пятницу октября весь мир отмечает День улыбки. Девиз этого дня «Сделай доброе дело». Помоги появиться хотя бы одной улыбке. Желаем вам улыбаться и дарить поводы для улыбок. А вот что вы увидите сегодня в нашей программе. В этой профессии можно работать только по призванию. Педагоги страны отмечают свой праздник. Приятного аппетита! Учимся готовить греческую мусаку. Чтение с увлечением. Знакомимся с литературными новинками. 5 октября – Всемирный день учителя. В более чем 100 странах мира люди сегодня выражают свою признательность тем, кто научил их грамоте, открыл им мир наук, привил желание познавать новое. Большинство из нас воспринимают школы и учителей как неотъемлемую часть жизни. Но на самом деле в мире еще достаточно стран, где люди живут даже без начального образования. Так, в некоторых странах Африки грамотными являются менее трети населения. Кстати, парадоксальный факт. В рейтинге стран по уровню грамотности взрослого населения США находится на 113-м месте, уступая, например, таким странам, как ЮАР, Зимбабве, Вьетнам. А наивысшие места в рейтинге делят Эстония, Куба, Германия и Латвия. Россия в этом списке на 15-м месте с уровнем грамотности 99,5% населения. Так что у нас есть дополнительный повод, чтобы еще больше ценить наших учителей. Каждый из нас понимает, насколько важен труд учителя. Любовь к предмету, умение раскрыть его суть так, чтобы он стал понятен и интересен ученику – качество, отличающее самых талантливых педагогов. Встреча с такими учителями становится судьбоносной и часто определяет выбор будущей профессии. Ими восхищаются, о них помнят всю последующую жизнь. И мы сегодня с удовольствием расскажем о таких людях. Сергей Иванович Михайлин – учитель с 39-летним стажем, преподаватель информатики в Казанском лицее имени Лобачевского, воспитал не одно поколение медалистов. Его ученики достойно выступают на олимпиадах, занимают призовые места. Так, совсем недавно Рамазан Рахматуллин занял первое место на Международной олимпиаде по информатике в Японии. В олимпиаде приняли участие 335 детей из 85 стран. И Рамазан показал самые лучшие результаты. В истории Татарстана это, естественно, первая золотая медаль. Чтобы получить золотую медаль на чемпионате мира, это надо пропахать. Вот он пропахал. То есть он поставил себе цель и, естественно, этой цели добился. Эта победа, конечно же, результат кропотливой работы самого Рамазана, но также плод совместной работы учителя, ребенка и родителей. Мать Рамазана Нурия Габдулхакова рассказала нам, как с ранних лет вдохновляла и помогала сыну. Я его не ограничивала ни в чем. То есть я ему не говорила, не лезь туда, не делай этого. Я думала, что мужчину нужно воспитывать в таком высоком духе, чтобы у него были высокие достижения, чтобы он не боялся ничего. То есть я ему не ставила преграды. Я говорила, ты все можешь. Он был уверен, что он все может. Сейчас Сергей Иванович готовит новых олимпийских чемпионов. Ильдар Гайнуллин легко решает задачи по информатике и готовится к Олимпиаде. У него есть свои критерии успеха. Для меня более важные достижения не такие, как награда за Олимпиаду, а вот то, что когда я сам чувствую, что стал решать лучше, обогнал себя. Я болею за своих детей. То есть это очень тяжело 5 часов болеть, потому что сейчас все это показывают. То есть мы видим монитор, мы видим табличку, как ребята наши по табличке туда-сюда двигаются вверх-вниз. Но вот я болею 5 лет. То есть я их тренирую, а потом, как тренер, во время выступления, мне нравится сам процесс. Ну и нравится то, что они побеждают.
На уроках биологии у Натальи Ивановны Сафиуллиной царит атмосфера научного поиска и радости открытий. Ее ученики с удовольствием ставят опыты, решают лабораторные работы. Она тоже знает, как увлечь детей предметом. Учитель должен быть профессионалом. Это в первую очередь. Он должен знать свой предмет глубоко. Только такое знание предмета позволяет интересно преподавать его. Конечно, учитель должен быть единомышленником со своими учениками. Только общая мотивация может привести нас к успеху. И, конечно, необходимо, чтобы этот человек был информационно грамотный, чтобы он умел работать с информацией, знал компьютерные, цифровые технологии и развивался в ногу со временем, а лучше даже, чтобы опережал время. В этом сюжете мы рассказали лишь о 2 педагогах, но такие увлеченные своим делом учителя есть в каждой школе. Мы хотим сказать спасибо вам всем. Мы ценим ваш труд и благодарим за все то добро, что вы сделали и делаете для нас и наших детей. Счастья вам! Мы продолжаем. Сегодня у нас в гостях педагог, профессор, заведующий кафедрой этнохудожественного музыкального творчества и образования Казанского государственного института культуры Алсу Яникеева. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Алсу Рашидовна, поздравляем вас с праздником. Сегодня День учителя, но, как правило, он ассоциируется, наверное, больше со школьными учителями. Им несут цветы дети, их родители. Педагоги вузов ощущают этот праздник? Да, конечно, мы ощущаем этот праздник. Нас всегда поздравляют наши студенты, наши ученики, которые разбросаны по всей России и даже находятся за рубежом. Ой, замечательно. Вы не только педагог Института культуры, вы еще и председатель оргкомитета международного конкурса фестиваля традиционной художественной культуры «Этномеридиада», который пройдет на днях в Казани. Как давно существует этот конкурс? Расскажите, пожалуйста, поподробнее. Этот конкурс существует уже очень давно, уже около 10 лет. Скоро, наверное, мы будем праздновать уже 10-летний юбилей. Назывался он у нас «Между Волгой и Уралом» первый раз, когда проходил, был всероссийский. И вот уже 4 года он проходит как международный фестиваль традиционной художественной культуры «Этномериада». То есть это мириада, это как звездный такой путь из талантов этнического искусства, этнического творчества. На нашем фестивале-конкурсе принимают участие только фольклорные коллективы, которые показывают нам обряды, поют песни, танцуют, играют на музыкальных инструментах. У нас совершенно не разрешается применение никаких фонограмм. И к тому же живой звук. Да, фольклорные инструментальные коллективы. И вот в этом году будет очень много участников. Предполагается, примерно 700 человек к нам приедут. И это все коллективы. Солисты у нас не участвуют. Участвуют коллективы. И главные критерии оценки – это именно аутентичность исполнения, традиционность, использование именно традиционных музыкальных инструментов и использование местного фольклора, который передавался из поколения в поколение. И в нашем конкурсе очень много участвует аутентичных коллективов, непосредственно из сел, из деревень, где сохраняются традиции. И в этих коллективах обычно присутствуют и пожилые, самые главные, уважаемые носители культуры, и их дети, и внуки. Вот это очень ценно. Семьями. Да, именно семьями, потому что в любом аутентичном коллективе, который хранит традиции, всегда участвуют и дети, и внуки этих людей. Вы говорите, что конкурс международный, а представители каких стран принимают участие? У нас в этом году будет принимать участие наши студенты, которые к нам приехали, и они у нас как раз и представляют международный уровень, почему хорошо проводить такие крупные фестивали именно в вузах, потому что у нас учится очень много иностранных студентов. И у нас будут представители Сирии, Монголии, Экваториальной Гвинеи. И, кроме того, еще ждем, что приедет коллектив из Грузии. Это очень интересная беседа у нас, и я хочу, чтобы она еще и после небольшого перерыва продолжилась. Обязательно мы сейчас уйдем на рекламу и очень скоро вернемся. Не переключайтесь.
Здравствуйте, мы продолжаем. У нас в гостях педагог, профессор, заведующий кафедрой этно-культурного художественного творчества и образования Казанского института культуры Алсу Никеева. Доброе утро. Доброе утро еще раз. Скажите, пожалуйста, вот продолжаем мы говорить о конкурсе «Этно-мириада». А чем важен и интересен этот конкурс? Расскажите, пожалуйста. Ну, этот конкурс очень интересен тем, что, во-первых, он проходит по федеральной целевой программе «Культура России». То, что участие в этом конкурсе совершенно бесплатное. То, что участникам конкурса мы всем приготовили подарки, дипломы. Вот. И самая главная цель – это сохранение и развитие нашей традиционной культуры. И можно очень много говорить о традиционной культуре, очень много писать, может быть, очень много книг. Но если это не будет продолжаться, если это не будет передаваться из поколения в поколение, если не будет восстановлен сломленный механизм межпоколенной передачи этнокультурных традиций, фольклор просто уйдет с лица земли. Поэтому фольклорно-фестивальное движение имеет огромное значение. И наш фестиваль тоже вносит свой достойный вклад в это большое важное дело. А представители каких регионов примут участие? Ну вот у нас уже приехал к нам ансамбль из Воронежа. Они уже сегодня поехали в Свияжск и наслаждаются красотами нашего края. Вот. Затем к нам приезжает ансамбль из Нижнего Новгорода. К нам приезжает коллектив из Самарской области. И, кроме того, мы ждем еще коллективы из Волгограда и из Астрахани. Большое количество людей. Да. Вот вы сказали, естественно, все республики Поволжья, Мариэл, Удмуртия, Чувашия. И очень много приезжает к нам наших друзей, наших ближайших родственников из Башкортостана. Ой, замечательно. Ну, это совсем рядом. Да. А где будет проходить конкурс и во сколько начала? Конкурс-фестиваль будет проходить в здании Казанского государственного института культуры, Оренбургский тракт 3. Завтра в 8:00 у нас начинается регистрация. И в 9 часов мы уже планируем начать конкурсные отборы в 2 номинациях – инструментальные и фольклорные ансамбли. И затем где-то в 15:30 у нас стоит в анонсе, ну, может быть, задержится на полчаса, в 16:00 начнется гала-концерт. Это будет выступление самых ярких коллективов, гостей нашего фестиваля конкурса и церемония награждения лауреатов и дипломантов конкурса фестиваля. Любой желающий может прийти и насладиться этим замечательным фестивалем? Да, мы будем очень рады, если кто-то к нам придет. Многие знают, уже собираются. Да, и вход свободный. Вход свободный, да. Прекрасно. Что ж, спасибо вам большое за такую беседу. Еще раз вас поздравляем с праздником. Спасибо. И продолжаем нашу программу. И сейчас настало время узнать звездный прогноз на сегодня. Овны. День принесет вам много положительных эмоций. В принятии важных решений доверяйте интуиции. Во второй половине дня возможны романтические встречи, которые надолго останутся в вашей памяти. Тельцы. Благоприятный день для заключения контактов и долгосрочных сделок. Звезды расположены настолько хорошо, что любые дела вам будут удаваться с первого раза. Вы ощутите незримую поддержку высших сил. Близнецы. Целый букет неожиданных событий и известий ожидает вас сегодня. Вы не будете успевать следить за всем происходящим, все обдумывать, делать выводы. Но к концу дня сможете во всем разобраться и даже использовать ситуацию в свою пользу. Раки. Не исключено, что женщины-раки смогут реализовать давнюю мечту или добиться успеха в личной жизни. Вы будете буквально купаться во внимании мужчин. А мужчинам-ракам не следует идти на сделки с совестью. Вы можете потерять верного друга. Очень серьезно. Львы. Настоящие эмоциональные бури возможны сегодня. Ваш характер станет тяжелым для окружающих. Помните, что плохое настроение может обратиться против вас, приводя к саморазрушению. Отнеситесь к жизни легче. Девы. Сегодня вы почувствуете необыкновенную легкость. День благоприятен для встреч, знакомств, помолвок. Не стоит делать крупных покупок, они окажутся ненужными и непрактичными. Ну а наша программа продолжается, и узнаем, что интересного можно будет увидеть сегодня, в пятницу, на нашем канале. Ты больше не сын мне. Убирайся из моего дома. Больше у тебя нет матери. И нет сестер. Вон. Убирайся вон. Мама, пожалуйста, не надо. Сибель, узнав, что Ксюша причастна к аборту, Султан выгоняет ее из дома.
Лена возвращается в Россию, но обнаруживает, что дома ее никто не ждет. А у мужа появилась любовница. Маша шокирует отца Мехмеда своим откровенным нарядом. Ясмин. Смотрите продолжение фильма в 9:00 на ТНВ. Если бы удалось нам перенестись в год 1842 и пройтись по улице Большая Красная, что тянется от Кремлевской стены до Суворовского училища, а в то время Родионовского института благородных девиц, то, быть может, встретились бы мы с самим графом Львом Николаевичем Толстым. Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан подготовил выставку, которая предлагает посетителям окунуться в атмосферу 40-х годов XIX века. Увидеть портреты известных казанских семей, полюбоваться на личные вещи красавиц тех времен, узнать, как проходили литературные вечера у Фуксов, Баратынских, Мусиных, Пушкиных, оценить виды старой Казани, по которой прогуливался юный граф Лев Толстой. Именно тому периоду, когда будущий писатель жил в Казани, посвящена эта выставка. Об этом и пойдет речь в программе «Дом культуры» в 14:15 на ТНВ. Итак, дети, это драматично. Драматизм. Папа и мама разводятся. Нет, ненавижу этот жест. Почему? Просто так. Ну все, я не знаю, я не могу. Я не знаю как. Я не могу подобрать слов. У меня нет слов, я не знаю. После многих лет брака Винсан и Флоранс решают развестись. Их не останавливают ни воспоминания о совместном счастье, ни трое детей. Суд должен определить, с кем из родителей останутся дети. Вот только перспектива воспитывать детей не входит в планы ни мамы, ни папы. Оба стремятся строить карьеру. А поэтому оба лезут из шкуры вон, чтобы доказать, что они безответственные родители. Этот сюжет достоин драмы, но создатели фильма увидели в нем черную комедию «Любовь в разнос». Смотрите в 11 вечера на ТНВ. А сейчас пришло время конкурса «Если наступит завтрак». Звоните по номеру 570-50-75 и выигрывайте замечательные призы, которые достанутся тем, кто первым ответит на несложный вопрос на тему завтрака. Итак, вот эта прекрасная турка достанется тому, кто ответит правильно на вопрос. Как звали легендарную актрису, которая сыграла главную роль в фильме 1961 года «Завтрак у Тиффани»? Кадр из этого фильма на экране. А пока вы думаете и дозваниваетесь, давайте вместе посмотрим нашу традиционную кулинарную рубрику. Сегодня учимся готовить греческую мусаку. Кстати, по-гречески ее название звучит «мусакос». Для белого соуса нам понадобится 50-60 граммов сливочного масла, 2 столовые ложки муки, стакан молока, щепотка мускатного ореха, соль по вкусу. В качестве основных ингредиентов надо взять 3 баклажана, 750 граммов говяжьего фарша, 1 красный лук, 2 зубчика чеснока, 2 столовых ложки томатной пасты, 1 чайную ложку сахара, 1 стакан красного вина, соль и перец по вкусу. 2 лавровых листка, щепотку корицы, тертый пармезан, 400 граммов томатов в собственном соку и оливковое масло. Баклажаны моем и нарезаем кружочками толщиной примерно 1 см. Посыпаем их солью, выкладываем в дуршлаг и оставляем минут на 40. В это время режем мелко лук и чеснок. В разогретой сковородке поджариваем лук до золотистого цвета, а затем добавляем к нему чеснок и жарим еще некоторое время. Затем добавляем фарш и тоже поджариваем, периодически перемешивая. Добавьте в фарш томатную пасту и влейте вино, перемешивайте и оставьте тушиться на 30 минут. По истечению этого времени добавьте томаты в собственном соку, лавровый лист и специи. Перемешайте и оставьте тушить еще на некоторое время. Баклажаны промойте, выжмите и просушите. Обжарьте с 2 сторон на раскаленной сковороде.
Выложите обжаренные баклажаны на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир. Приступаем к приготовлению белого соуса. Растопите сливочное масло, добавьте муку и поджаривайте до золотистого цвета, постоянно перемешивая венчиком. Продолжая перемешивать, постепенно влейте молоко. Добавьте соль, тертый мускатный орех и томите на огне до загустения. В форму для запекания слоями выкладываем баклажаны и фарш. Сверху заливаем белым соусом. Посыпаем тертым пармезаном и ставим в духовку, разогретую до 200 градусов. Время запекания 20-30 минут до образования золотистой корочки. Приятного аппетита! Наш конкурс продолжается, и у нас есть первый дозвонившийся. Алло, доброе утро. Доброе утро, Антон. Доброе утро, Рустем. Я запомнила даже имя Рустема, потому что Ильдаром все называл его. Спасибо большое. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Сырья. Ура, я дозвонилась. Я вашу передачу каждый день смотрю. Люблю вас всех. Спасибо вам большое. Итак, внимание, мы повторяем вопрос и затем уже хотим услышать ваш ответ. Как звали легендарную актрису, которая сыграла главную роль в фильме «Завтрак у Тиффани» 1961 года? И ваш ответ? Актрису звали Одри Хепберн. А роль у нее там Холли Гулайтли. Вот да, Одри скажем. Хепберн звали эту великолепную актрису. Американским институтом киноискусства Одри Хепберн была поставлена на 3-е место в списке величайших актрис американского кино. Ну что ж, Сырья, мы вас поздравляем. Вот эта великолепная турка достается вам. Я думаю, она будет радовать вас, угощать вас вкусным кофе, которым вы будете завтракать. И поздравляем, не кладите трубочку, вам расскажут, Спасибо. как получить вот этот прекрасный приз. И напоминаем, что конкурс проходит не только в эфире нашей программы, но и в социальных сетях. До 10 октября размещайте фото или видео на тему «Мой завтрак» или «Мой рецепт завтрака». Делитесь лайфхаками и настроением на своей странице в социальных сетях Инстаграм и ВКонтакте с обязательным указанием хэштега «Если наступит завтрак». И получите шанс выиграть полезный приз для завтрака. Итоги подведем уже 11 октября. Ну что ж, а мы продолжаем, и сейчас пришло время узнать, что интересного, какие книжные новинки появились в наших магазинах, и Вера Гаранина нам в этом поможет. Доброе утро. Скажите, вам все еще интересен Пушкин? Если да, то это здорово. Мне тоже. Значит, мы с вами сейчас на одной волне. И поэтому я хочу вам представить книжку Викентия Вересаева, которая называется «Пушкины. Воспоминания современников, друзей, врагов и просто знакомых людей». Это документальное чтение. Здесь в этой книге собрано огромное количество писем, всевозможных записок, дневниковых записей. Есть рисунки. Все они с подписями, с датами. То есть это настоящее исследование, биография поэта. Исследование буквально по дням, иногда даже по часам. И вот если вам такие вещи интересны, то, конечно, вы получите огромное удовольствие от чтения этой книги. Потому что ведь, по сути, о поэте мы знаем не так много. Мы лучше знаем его произведения, сказки, романы. А биографию, ну да, конечно, знаем основные вехи. Родился, женился, дуэль. А вот, скажем, о его отношениях с Натальей Гончаровой, о тонкостях, о нюансах, о его отношениях с Анной Петровной Керн, с другими женщинами. Ну что мы знаем о событиях, которые предшествовали дуэли? В общем-то, практически ничего сказать и не можем. Это роман деталей. Деталей событий, отношений, каких-то бытовых вещей, быта. В общем, эта книга
замечательная. Вы прочитаете ее и откроете для себя Пушкина по-новому. И знаете, вот когда я ее читала, я запомнила одну фразу, самую простую, наверное. Но почему-то она так вот вошла мне в голову. Фраза относится к человеку-современнику Пушкина, и он сказал: «Никого не знаю умнее Пушкина». Я не буду спорить. Читайте Викентий Вересаев «Пушкин в воспоминаниях современников». Вот две книги из серии «Модно, красиво и просто». Эти книги нужно не читать, а смотреть. Вот первая книга называется «Букеты из конфет». Это то, что можно сделать своими руками. Какие замечательные композиции можно сотворить своими руками из конфет, которые продаются у нас в магазине. В общем, эта книга такая для рукоделия, для фантазии. А вторая книга из этой же серии «Модно, красиво и просто» называется «Косы». И здесь нам предлагается научиться заплетать косички, самые различные, и французские, вот водопад. В общем, смотрите, учитесь, проявляйте фантазию. Вот такие вот альбомы. Модно, красиво и просто. Сейчас у нас будет небольшой блок рекламы. После мы вернемся и продолжим вместе. Самое интересное впереди. Не переключайтесь. Как работает реальная экономика? На ТНВ по понедельникам в 22:10. Здравствуйте, мы продолжаем. Однажды у молодых ребят наступает такой период, когда школьных и вузовских педагогов сменяют армейские офицеры. И для многих такое время настало именно сейчас. Да, октябрь – пора осеннего призыва в армии. Именно об этом мы говорим сегодня с Дмитрием Гурилевым, начальником отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата Республики Татарстан, и Виталием Елагиным, начальником пункта отбора на военную службу по контракту Республики Татарстан. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий Валерьевич, во время каждого призыва у юношей и их родителей возникает множество вопросов. Самое актуальное мы сейчас, наверное, с вами вместе и обсудим. Могут ли, например, призывники выбрать род войск, которым они будут служить? Знаете, сначала я хотел бы ответ на вопрос ваш начать с того, что пользуясь случаем, поздравить всех учителей с праздником. Именно работа учителей, их деятельность способствует патриотическому воспитанию ребят, которое потом уже сказывается на их желании и нежелании служить в армии. Что касается непосредственно призыва, то, как вы знаете, с 1 октября на самом деле начался призыв, он осуществляется планово. Всех волнует вопрос, куда и где наши ребята будут проходить службу. Наши ребята проходят службу во всех уголках нашей Родины, во всех субъектах Российской Федерации, во всех видах и родах вооруженных сил. Особенно пользуются именно интересом у наших ребят. Это части специального значения, воздушно-десантные войска, военно-морской флот, куда мы, в принципе, отправляем достаточно большое количество ребят. Конечно, ребята в соответствии с своим здоровьем, морально-деловыми качествами могут изъявить желание проходить службу в том или ином виде или роде войск. Они должны изъявить желание на призывной комиссии. Все ребята перед призывом проходят призывную комиссию, в которую входят представители общественности, врачи, специалисты, где именно их слушают и принимают во внимание их желания. Но я хочу хотя бы акцентировать внимание, что решение окончательное принимается в соответствии с их морально-деловыми качествами и состоянием здоровья. Интересно. А вот могут ли призывники выбирать род войск, вернее, часть, куда отправится призывник? Вот, например, Дальний Восток далеко находится, и вот не каждый родитель хотел бы, чтобы ребенок куда-то так далеко уехал. Вот, если только они не живут, конечно, на Дальнем Востоке сами. Что делать в этом случае? Мы, конечно, слушаем наших ребят, идем по возможности навстречу, удовлетворяем их просьбы. Но я скажу, что Дальний Восток пользуется спросом. Наши ребята, да. Конечно, а что, вот представьте, исколесить нашу родину, такую большую. Я думаю, что из нас сидящих не все были на Дальнем Востоке и побывали, а тем более за государственный счет. Поэтому желающие служить на Дальнем Востоке тоже есть. Но если уж быть серьезным, то действительно, если уж категоричный вопрос возникает, что вот я не хочу служить на Дальнем Востоке, ну,
рассматриваются вопросы В индивидуальном порядке, Да, в индивидуальном да? порядке. А правда ли, что родители могут сопровождать детей на место службы? Сейчас Министерством обороны, в принципе, проводится такая работа, что разрешается сопровождать команды призывников. В нашей республике, в принципе, ежепризывно аппарат уполномоченного по правам человека Сабурской Саи Харисовны организовывает сопровождение порядка 9-10 воинских частей в разные непосредственно округа нашей страны. Родителям тоже не запрещается, но нужно помнить, что именно проезд к месту воинской части или сопровождения – это за счет родителей. И вообще уже мужчинам надо, вернее, мальчикам нужно становиться мужчинами, и родители уже пусть дома сидят, как говорится. Согласен. Есть еще такое мнение, что вот нынешние дети взрослеют поздно. Нет ли в этой связи планов поднять призывной возраст? Знаете, пока мы говорим то, что у нас есть. У нас пока призыв осуществляется с 18 лет до 27 лет. Действительно, в нашей республике правительство республики, прежде всего, пошло по пути того, что мы все-таки призыв отдаем предпочтение именно гражданам более старшего возрастов. То есть у нас в республике принято призывать граждан, имеющих среднее профессиональное образование, высшее профессиональное образование. То есть эти ребята наиболее адаптированы уже к жизни. Они уже морально окрепшие, физически окрепшие. И мы делаем на сегодняшний день именно акцент на эту категорию. Хотя, если по закону и по желанию ребята идут и менее младших возрастов, естественно, мы их призываем на военную службу. Виталий Владимирович, хотелось бы узнать подробнее о службе по контракту. Что такое военная служба по контракту, чем она отличается от военной службы по призыву? Исходя даже из названия военная служба по контракту, то есть граждане, которые изъявляют желание поступить на военную службу по контракту, они, пройдя все необходимые мероприятия, заключают контракт с Министерством обороны, в котором закреплен срок прохождения службы данным гражданином и условия контракта. Да, то есть военнослужащий по контракту – это добровольный защитник нашего Отечества, в отличие от военнослужащего по призыву, который в обязательном порядке проходит службу. Существует много различий между военнослужащим по контракту и военнослужащим по призыву. Это касается и социального пакета, который предоставляется военнослужащим по контракту. Он более широкий, и уровень денежного довольствия отличается. Уровень, вообще подход к профессиональной подготовке военнослужащего по контракту, он гораздо шире. Если от военнослужащего по призыву требуется за год службы освоить военно-учетную специальность какую-то определенную, то военнослужащего по контракту уже более системно обучают, предусмотрены курсы переподготовки, повышения квалификации. И, соответственно, должности, которые занимают военнослужащие по контракту, они уже связаны с эксплуатацией сложной техники, которая требует определенных навыков, знаний, ответственности. И по распорядку дня живет военнослужащий по призыву, у которого все расписано от подъема до отбоя. Военнослужащий по контракту, он уже ходит как на работу. У него регламент служебного времени есть с выходными днями, с временем для отдыха, обеда и занятий всевозможных. А кто может поступить на военную службу по контракту и какие есть ограничения? Граждане Российской Федерации от 18 до 40 лет имеют право заключить первый контракт. Естественно, они во время прохождения мероприятия отбора подвергаются медицинскому освидетельствованию, профессионально-психологический отбор с ними проводится. Если они соответствуют всем тем необходимым требованиям, они заключают контракт, поступают на военную службу. А могут ли женщины служить по контракту? Да, так категория женщин у нас нисколько не обделена. Они также на общих основаниях могут заключить контракт с Министерством обороны. Единственное ограничение есть в том, что не на всех воинских должностях могут проходить службу женщины. В основном востребованы специалисты медицинского профиля, специалисты связи,
вот, тыловые какие-то специалисты. Но этих должностей не так много. Женщин, желающих поступить на службу по контракту, гораздо больше, чем вакантных должностей и потребностей. Обидно. К сожалению, так сейчас. Да. Где в основном желают проходить службу граждане по контракту? Ну вот ребята, которые обращаются на пункт отбора к нам, с ними проводится первоначальная консультация, да, инструктора консультируют их, естественно, выясняют предпочтения. Гражданин же, он может выбрать и воинскую часть, и воинскую должность, но в соответствии со своей подготовкой, со своим образованием и востребованности или наличия вакантных должностей в той или иной части. То есть теоретически можно служить в любом месте нашей страны необъятной, вот, от Камчатки до Крыма, и мы отправляем туда граждан для заключения контракта. То есть во всех видах, родах войск. Но у нас сейчас популярностью пользуется некоторая категория частей, которые находятся вблизи нашего региона, потому что военнослужащий по контракту хочет служить рядом с домом. Да, и ближайшие части — это у нас Самарская область, Оренбургская область, Челябинская область. Туда идут граждане служить, достойно служат, отзывы неплохие. А вот какая мотивация у ребят, поступающих на службу по контракту? Что их привлекает больше всего? Ну, мотивы в основном все-таки связаны со стабильностью. Да, военная служба по контракту — это стабильность, никакие вот эти процессы, которые сейчас происходят в экономике, в стране, они не влияют на денежное довольствие военнослужащего по контракту. Он стабильно получает свое денежное довольствие заработанное. Вот. Плюс социальный пакет неплохой предусмотрен для граждан, которые проходят службу по контракту. Это и обеспечение служебным и постоянным жильем, вот, пенсионным обеспечением после 20 лет службы. То есть это тоже неплохой стимул. Да. Возможность приобретения постоянного жилья уже после 6 лет службы. Вот. В зависимости от места прохождения службы военнослужащий и члены семьи пользуются правом бесплатного проезда в отпуск и обратно. Вот. Ну и денежное довольствие, оно хоть и на первоначальном этапе не такое большое, от 18-20 тысяч начинается, но в зависимости от самого военнослужащего, в зависимости от его успехов, достижений, уровня физической подготовленности, оно может в течение года возрастать до 30 тысяч. Вполне реально. А граждане, которые проходят службу в районах отдаленных, такие как Курильские острова, Камчатка, они получают там до 80 тысяч рублей. Поэтому некоторые... Преимущество налицо. Да. Ну что ж, спасибо вам большое за то, что растите настоящих мужчин. Как говорится, учителя прививают нам действительно любовь к чтению, к грамматике, а вот вы действительно помогаете мальчикам становиться защитниками не только женщин, но и нашей Родины. Спасибо. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам, а мы продолжаем. И сейчас мы с вами узнаем, какие же киноновинки нам предлагает эта неделя. Начнем с премьеры, которую ждет весь мир. «Веном». Это вселенная комиксов Marvel, ну а сам Веном — суперзлодей, с которым, например, как-то сталкивался Человек-паук. Что же это такое? По сути, вирус — существо, которое не может жить само по себе, и ему нужно какое-то тело, чтобы принять свой облик. Итак, оно вселяется в главного героя, теперь их двое. Мы не должны вредить людям. Посмотри мне в глаза, Эдди. Мне кажется, мы можем делать все, что захотим. Договорились? Глаза, легкие, желудок, как бы съел-то некогда. Что они будут делать, не совсем понятно, ведь фильмы, как правило, про добро, которое побеждает зло. А здесь зло в чистом виде. И это только первый фильм про появление этого антигероя. Это, наверное, самое интересное во всех комиксах — наблюдать за рождением известного персонажа. Что ты такой? О, какую-то заразу подцепил. Да. До завтра, миссис Чен. Теперь про современных героев и злодеев в российской действительности. Драма «На районе».
Для начала риторический вопрос. Зачем еще один фильм про хулиганов, которые закончат плохо? Итак, есть два героя, разбойники, бандиты, которые зарабатывают деньги всякими нелегальными делишками. Но внезапно им поступает заказ, который даже для таких асоциальных элементов становится камнем преткновения. Не чересчур ли? Ожидаемо, один считает, что чересчур, а другой нет. Дружба в опасности. Ну и жизни, конечно, тоже. Ну и, наконец, мелодрама, которая должна понравиться девушкам. «Звезда родилась». Брэдли Купер и Леди Гага смастерили этот фильм. Главный герой – кантри-музыкант, чья карьера быстро катится под откос. Однажды он знакомится с никому неизвестной талантливой певицей. Между ними вспыхивает страстный роман. Герой помогает девушке добиться успеха, но чем стремительнее набирает обороты ее музыкальная карьера, тем сложнее ему мириться со своей увядающей славой. Будем надеяться, что любовь победит. Ты знаешь, все выходные можно вот так проводить. С утра проснулся, позавтракал и в кинотеатр, и до вечера. Знаешь что, Соль? Что? Мы ведущие. И пришло время узнать продолжение сегодняшнего гороскопа. Я так, наверное, не смогу сказать. Да, весы. Но сейчас будем про весов говорить. Вероятно, новое романтическое увлечение. Однако погоня за материальными благами, возможно, помешает новой любви, не позволит проявить глубину чувств или серьезность намерений. Сны в этот день могут быть вещими. Скорпионы, сохраняйте выдержку и хладнокровие. Не реагируйте на то, что происходит. Не все зависит от вас. День неблагоприятен для реализации творческих замыслов, а также дел, связанных с вложением капитала, крупных покупок и так далее. Стрельцы, склонность потакать собственным слабостям, стремление взвалить на чужие плечи свои ошибки помешают вам добиться прогресса в делах. Не исключено, что возникнут любовные проблемы. Планеты советуют не вмешиваться в обычный ход событий. Возможно, большая часть неприятностей исчезнет сама собой. Успокойся. Посижу, подожду. Козероги. Любовная встреча, которая произойдет сегодня, рискует принести много неприятностей. Избыток тщеславия может ввергнуть вас в заблуждение относительно истинных намерений партнера. Водолеи. Возможно, неудачи в романтических отношениях. Увы. Сократите общение, исключите новые знакомства. Ваша доверчивость может привлечь недобросовестных людей. Ай-яй-яй. Рыбы. Сегодняшний день будет удачным, если вы спланируете его заранее. Буйная фантазия и эмоциональная неустойчивость могут стать причиной финансовых потерь. Больше полагайтесь на здравый смысл и сообразительность. Ну а наша программа на этом завершается. И вот что вы увидите в понедельник с нашими коллегами Владом Портновым и Светланой Звонаревой. Что ими движет? Любовь ко всему живому или погоня за модой? Отмечаем День вегетарианцев. Идеи для оформления интерьера. Дизайн в стиле софт. Гимнастика для самого главного. Физические упражнения, которые улучшают работу мозга. Ну что ж, а мы хотим уже завершить нашу программу, а самое главное, завершить эти 2 недели, которые мы были с вами, уважаемые зрители. С вами были Ассоль Мухамедзянова, Рустем Каримуллин. Прекрасных выходных и замечательного завершения рабочей недели. Мы вас любим. До новых встреч на ТНВ. Всем пока. Прямая связь в прямом эфире на ТНВ.